ჩიგვეფრა ვხად ფიქრდა პასპორტა თამო Мечты бывают разными. Кто-то мечтает о большом доме, кто-то о путешествии, а кто-то мечтает о документе. Точнее, о гражданстве, которое означает защищенность, гарантированность прав и свободы. Тут возникают вопросы. Виноваты сами люди, что нет документов, подтверждающих гражданство, или компетентные органы государства, которые должны выдавать эти документы? А может, несовершенство законов и процедур? Лоле сейчас 27 лет. Она, как и все девочки, мечтала окончить школу, получить высшее образование, иметь свою семью. Но сейчас она мечтает о другом – о паспорте. خام پاسپورت باشه کار کردمش شو کردمش داک تولد کردمش به پاسپورت اینا داو تو دارم سوی بیدرس کشیده کودک تو دارم نتوش هر روز چاب گیریا بکدای مکتب سرش میکنیم دиректор میگو. Отец Лолы – гражданин Таджикистана, мама – уроженка Кыргызской республики, по национальности украинка. Из документов у нее был паспорт СССР, полученный в 1992 году в Кыргызстане, который утрачен. Здесь у его мамы жили. Наверху старшие братья, мы здесь на земле жили. Сестра чуть подальше его жила. Мы на станции, она здесь в районе, в центре жила. Ну, так уехал в Россию, а мы здесь так и остались. Наверное, лет 5, наверное, 4, вот так вот. Никаких сведений, ничего. Не звонит, не пишет, никто не знает, где он, что он. Егошний старший брат поехал, как-то что-то там нашел. А оттуда приезжает, говорит, он не живой, убили. После смерти отца Лола и ее мать жили на съемных квартирах. У Лолы обнаружили проблемы со слухом. Она окончила школу-интернат для слабослышащих детей в районе Рудаки, но аттестат так и не получила, потому что не было документов. Несмотря на такие вот разные судьбы, истории этих женщин во многом схожи. Они владельцы паспорта СССР, то есть гражданки бывшего Союза Советских Социалистических Республик с пропиской в других странах. И на сегодняшний день их также объединяет одна проблема – отсутствие собственного жилья. Женщины скитаются по съемным квартирам, но они нигде не прописаны, а это серьезное препятствие для получения паспорта. Таких, как Лола и ее мама, в Таджикистане немало. Другая наша героиня, Капитонова Елена Алексеевна, родилась 30 января 1977 года в городе Рязань Российской Федерации и обучалась в средней школе для инвалидов. Образование неполное, среднее. Свой первый паспорт гражданки бывшего СССР она получила в УВД железнодорожного района города Рязань. В 1994 году в возрасте 17 лет вышла замуж за гражданина Таджикистана и через год приехала в Таджикистан. Брак не зарегистрировали в органах ЗАГСа. И здесь мы жили национальный, вот этот Никол, и стали мы с ним все жить. Вот у меня дети родились. Дочке уже 25 лет будет, этой 18 лет, этой 17 лет будет. И вот я все эти документы потеряла. И никак не могла никуда обратиться. Посольство ходили, они от меня отталкивали. Вот дочку пришли сахватать, а документов нету. А как я ее без документов отдам им? Посольство, они сейчас, вот мы на той неделе ездили с Маликой, записываться надо туда, говорит, к конкурсу, и сколько-то, 845 сумонов, что ли, надо ему дать, чтобы встретиться с ним. И справку надо, что я потеряла документ. А так деньги, где у меня такие большие деньги? Муж получает 400 рублей здесь. Он тоже болеет сейчас. Уже 1,5 года. Аденома. 5000 сказали только операцию ему делать. У Капитоновой 3 дочерей, из которых только одна имеет свидетельство о рождении, выданное в роддоме.
И на сегодняшний день у них есть внуки, которым тоже отказано в регистрации их рождения, потому что наше законодательство предусматривает, что оба родителя и один из родителей для регистрации рождения своего ребенка должен предоставить действительные документы личности. Некоторые люди являются лицами без гражданства уже при рождении, а некоторые ими становятся в течение жизни. С 2014 года по ноябрь 2021 года представительство УВКБ ООН и его правовые партнеры НПО в сотрудничестве с государственными органами в рамках проекта по сокращению и предотвращению безгражданства в Таджикистане выявили и зарегистрировали 52 958 человек с неподтвержденным гражданством, среди которых 37 311 женщины. Лица без гражданства или под риском без гражданства особенно уязвимы в вопросах, касающихся доступа к здравоохранению, образованию, трудоустройству, а также к заключению различных актов гражданского состояния. Решению проблемы без гражданства должно уделяться должное внимание, чтобы услышать тех людей, которые зачастую остаются незамеченными. Вопрос регистрации рождения неоднократно поднимался нашей организацией. Мы говорили о том, что Конвенция ООН о правах ребенка, которую наша страна приняла, ратифицировала, гласит о том, что каждый ребенок рожденный должен быть незамедлительно зарегистрирован. И регистрация его рождения, она не должна зависеть от правового статуса родителей. Потому что в нашем случае, что происходит в нашем случае? Несвоевременная регистрация рождения ребенка, она по истечении определенного периода времени порождает ряд проблем. То есть это уплата штрафов. По истечении определенного периода времени уже ряд юридических фактов, таких как рождение, устанавливается в судебном порядке. Да? Для таких людей, как Капитонова и Елена, которые с трудом обеспечивают себе достойный уровень жизни в стране, эти финансовые и правовые проблемы в силу их статуса и низкого правового потенциала практически неразрешимы без помощи опытного юриста или адвоката. В 2019 году, в декабре, республика приняла закон об амнистии в связи с легализацией правового статуса лиц без гражданства иностранных граждан, незаконно проживающих на территории Республики Таджикистан. Закон был подписан нашим президентом и сам по себе является беспрецедентным актом доброй воли. И его уникальность в том, что этот закон освобождает от уголовной и административной ответственности таких граждан, как Христенко и как Капитонова. На сегодня с помощью общественной организации «Право и процветание» Лола получила свидетельство о рождении, однако это только начало ее пути быть гражданином. Ни она, ни дочери Капитоновой не могут получить паспорт до тех пор, пока у их матери не будет вида на жительство. Бегут дни, недели, года. Но есть надежда, что наши герои и подобные им люди, столкнувшиеся с такими проблемами, получат свои документы. И тогда они, их дети и внуки будут полноценными гражданами своей страны. Настоящее видео подготовлено общественной организацией «Право и процветание» при поддержке представительства Верховного комиссара по делам беженцев в Таджикистане. Видео не может толковаться как отражающее позицию УВКБ ООН.